С начала 2017 года туристический поток республики составил более 50 тысяч человек. На территории Ингушетии прошло около 30 массовых туристических мероприятий, в которых приняли участие более 20 тысяч человек из числа местного населения и более 13 тысяч гостей, участников из других субъектов России. Разработано более 30 туристических маршрутов, в том числе новых, включая межрегиональные туристические маршруты. В рамках развития сельского и экологического туризма создана ассоциация гостевых домов республики, и открытие прошло в 17 сельских гостевых домов. Здесь главам муниципальных образований надо более активно работать. Кстати, этот проект включен как критерий оценки деятельности глав муниципальных образований. Поэтому завтра, послезавтра вы будете по этому вопросу отчитываться. Обращаю на это очень серьезное внимание. Гостевые сельские дома – это новый вид туризма, хотя это не что новое, как старое забытое прошлое. В каждом доме во все времена и сейчас есть, кажется, гостевой дом. Поэтому обратите на это внимание и постарайтесь максимально привлечь людей, гостей. Сегодня многие жители страны и мира в том числе не ищут гостиницы, они выходят в интернет, выходят вот на такие гостевые дома и больше удовольствием едут отдыхать просто в простой дом частный, нежели в гостиницу. Поэтому это, почему? Потому что это и дешевле, и комфортнее, и экологически чище. Ну и, конечно, услуги, которые там оказываются, в том числе для женщин одни услуги, для мужчин другие услуги, для детей третьи услуги. Вот здесь надо на это обратить внимание. И задача одна из таких важных – больше создать гостевых домов. Ну и при этом я подчеркну, что любой человек, который приехал в гостевой дом, если ему понравилось, то в следующем году туда приезжает, и он приедет, и его друзья, товарищи. То есть это реклама хорошая, в том числе по имиджу республики. В 2018 году планируется разработка и внедрение механизмов финансовой, в том числе грантовой поддержки от субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся организацией сельского и экологического туризма. Здесь я должен подчеркнуть, что очень слабая работа здесь по линии Министерства сельского хозяйства. Почему? Потому что у нас сельский туризм как таковой не особо развит. Хотя есть огромное количество возможностей сегодня показывать любому туристу наши сельские или сельхозпроекты. В том числе эти проекты есть, они мировые проекты, и над этим надо работать правительству. Для этого ничего нового не надо искать, надо найти в интернет, увидеть и эти практики внедрить в республике. Есть сезон, когда созревает там продукты, сельхозпродукция, это и черешня, и слива, и абрикосы, и другие фрукты. И когда вы под этот сезон приглашаете туристов посетить объект, собрать энное количество и купить там же прямо на выходе свою продукцию или собранную продукцию сами своими руками купить и увезти с собой, большое количество людей. Я тоже изучал опыт регионов и скажу, это хорошая практика. И плюс это хорошая практика демонстрации наших возможностей и достижения сельскохозяйственной отрасли. У нас сегодня есть это что показать.